Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И с вами я, Руслан Шарафутдинов. Во-первых, разрешите поздравить вас с праздником Рождества и представить нашего гостя. Сегодня с нами главный редактор культурно-просветительской газеты «Кряшин» Туган Айлар Людмила Белоусова. Исянмысыз. Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан, с праздником, с Новым годом. Спасибо. Вот, по традиции вашей передачи принесла вам новогодние подарки. Это у нас рождественский салат. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А это у нас праздничное блюдо кряшин шишара, у нас говорят. Шишара? Да, его готовят на свадьбы, на юбилей, даже на большие праздники и, естественно, на Рождество. Позвольте я попробую. Пожалуйста. Очень похоже на татарское блюдо баурсак. Да. А это называется шишара. Да, баурсак и начак-чак. Но у нас, у кряшин, говорят шишара. Кряшины от русского «крещен», «крещенные татары». Этноконфессиональная группа в составе татар Волжского и Уральского регионов. Исповедуют православие, уважают и оберегают свою культуру и традиции. Широко отмечают праздники Рождество, Тумкине, Раштуа, Пасху, Олокин, Покров, Покрау и другие. В Республике Татарстан около 100 кряшинских деревень. Кряшины компактно проживают в Мамадышском, Заинском, Кайбицком, Елабужском, Менделеевском, Кукмарском, Пестричинском и других районах. За пределами Татарстана в Башкортостане, Удмуртии и Челябинской области. В 2007 году была создана общественная организация «Кряшин Татарстана», призванная вести культурно-просветительскую, научно-исследовательскую и практическую работу по изучению кряшин. Печатным изданием «Кряшин» является культурно-просветительская газета «Туган Айлар». Что мы сегодня будем готовить для наших телезрителей? Сегодня мы будем с вами готовить котык пиремеши. Котык пиремеши? Котык Какое пиремеши. оригинальное Это название. Да, это такой пирог. Это такой пирог из котыка, скажем так. То есть самый главный ингредиент – это котык. Да, это котык. Это самый настоящий национальный пирог, и поэтому вот и на передачу к вам пришла. То есть у вас сейчас вот в таком национальном наряде, костюм. потому что это большой праздник, это самый большой праздник у кряшин. Людмила Даниловна Белоусова родилась в деревне Нижние Чершилы Сармановского района. Окончила Елабужское училище культуры, Казанский государственный институт культуры. По окончании работала главным редактором газеты «Кряшин Сюзе», сапкором федеральной газеты «Татарский мир», редактором духовных и просветительских проектов. С 2008 года Людмила Белоусова – главный редактор газеты «Кряшин» Туган Айлар. Людмила Белоусова – руководитель исполнительного комитета общественной организации «Кряшин» Республики Татарстан. Этот традиционный кряшинский костюм, вот головной убор называется сюреке, это женский головной убор. Да. Девичий головной убор у нас называют обычно колпак или колпак-чачак. Это вот... Это ваша зарплата за январь? Развешена на национальном костюме? Да, можно и так сказать, потому что раньше именно вот этим определялось богатство женщины. Это и передавалось из поколения в поколение. Бабушки передавали внучкам. Это действительно вот. И они были из натурального серебра. Да. Вот такой костюм. Ну а сейчас мы вместе с Людмилой Даниловной в этом шикарном костюме переходим к нашему блюду под названием... Котык пиремеши. С чего мы начнем? Начнем с теста. Мне нужно, значит, глубокое блюдо. Чтобы тесто замесить. Так, начинаем, значит, с теста. Людмила Даниловна, а какие вот есть самые популярные блюда у кряшин на Рождество? Ну, Рождество – это большой праздник, и готовят в основном праздничные блюда. Рождество – это, знаете, такой праздник, когда можно есть все. Все. А ведь до Рождества 40 дней шел проходит. Великий пост. И до 6 января, до первой звезды ничего нельзя было есть из животного происхождения. Ни мясо, ни молоко, ни масло, ничего. И поэтому это такой самый вкусный, самый сладкий такой праздник,
что можно есть даже поток-перемещи. Ну, поэтому мы, в принципе, сегодня в этот прекрасный день и готовим его для наших телезрителей. Можно мне сахар? Да, конечно. Да, сахар. Ну, а вот у вас какое самое любимое блюдо из кулинарии Кряшен? Из кулинарии? Ну, теперь, знаете, что-то сказать там кряшенское, что-то русское, татарское, так вот, все оно уже перемешалось. Вот. Ну вот, как вы сказали уже, вот это вроде как бауырсак, щек-щек, хотя у нас так называют. Еще там что-то. Ну, вы больше предпочитаете какие сладкие блюда или все-таки мясные? Я предпочитаю диетические и нежные блюда. Как раз то, что мы сегодня готовим. Да. Нежный диетический пирог. Ну, а теперь расскажите вот о вашей работе. Трудно ли быть главным редактором газеты? Как сказать, главный редактор, он ведь не только главный редактор, он еще и директор. Он и директор, и администратор, и продюсер. Он и хозяйственник, и продюсер. И в то же время он и сам журналист, и организатор. То есть я так понял, извините, что у вас в газете вы одна работаете? Самый водитель? Нет. Водитель, бухгалтер у нас есть. Редактор как бы должен объединять и сам не хуже знать. Ну, это самое главное. Все, других, да. Ну, главным редактором быть вот в 21 веке и главный редактор в те союзные времена, это все-таки разные направленные деятельности? Да. Это очень большая, в общем-то, разница. Потому что раньше, в союзные времена, газеты, они были как бы под эгидой государства и при поддержке государства, скажем. Вот. А сейчас, конкуренция, сами знаете. Конкуренция? Конкуренция. Конкуренция – это двигатель торговли? Ну да, двигатель торговли, но когда вот просветительство, информация, как бы духовная пища переходит в товар, это тяжело. Ну, а нам сегодня легко готовить специальный пирог. Что мы делаем дальше? Нам нужно теперь положить соли немножко. Руслан, можно мне дрожжи? Так, дрожжи, пожалуйста. Людмила Даниловна, а вот в вашей газете Туган-Айлар есть какие-нибудь традиции определенные? Газета, она сама уже традиция. Нам в этом году, в 2012 году, исполняется нашей газете 10 лет. То есть у вас вот в 2012 сейчас юбилейный год, да. Поздравляем вас. Ну, спасибо, поздравляем вас. Спасибо. Желаем вашей газете процветания, притока новых читателей. Сейчас наша главная задача – раскрыть секрет вашего пирога. Что мы делаем дальше? Так, дальше мы муку. Значит, здесь у нас дрожжи, 2 яйца, молоко, соль, сахар. Да. И мы добавляем муку. Добавляем муку, да. Так, отлично. Людмила Даниловна, а вот есть такие блюда, которые вот конкретно ваши любимые бабушки готовили для вас? У нас бабушка готовила кюльче. Кюльче? Это вот ее, да. Вот обычно пекут хуймак, бабульки деревенские, а наша бабушка делала кюльче. Это же из чего блюдо кюльче состоит? Кюльче, это само название кюльче. Когда-то, вот еще до наших бабушек, это кюльче пекли прямо в зале. Оттуда и название кюльче. Кюль – это зала. То есть в большой печке, я так представляю, да, это все делалось? Да, прямо вот в печке из такого хлебного парного теста делали такие вот продолговатые лепешечки и пекли их прямо в зале. И поэтому называли кюльче. А наши бабушки делали это уже не в зале, делали уже на сковороде, так же как это другое тесто, форма другая. И это не оладьи, это не блины. Даже не знаю вот как объяснить, но это было очень вкусно. И любимое блюдо вот бабушки, мы сидели возле печи, да. Ждали, когда будет готово кюльче, загадывали желание. А можно мне досочку? Досочку. Готово. Спасибо. Это можно брать. Так, это мне, это вам. Да. Вы знаете, да, тут есть такая традиция, кстати, у татар, и русских, и у кряшен, вот с такой палкой, только черно-белой, можно деньги зарабатывать. И в Рождество, особенно после Рождества, на следующий день. Но это уже в другой передаче.
Если говорить, у нас же праздник сегодня, да? Вот завтра у Кряшин начинается Нардуган. Что такое Нардуган? Это у нас как колядки, как святки у русских. Вот. И Нардуган у нас тянется до 19 января. Любят погулять Кряшин, Да, любят на погулять. славу любят. 19 января, значит, крещение, поэтому вот от Рождества до крещения гуляет весь народ, ряженые ходят, по улице гуляют. И вот сколько лет подряд уже Кряшины у нас отмечают Нардуган. 20 лет уже в Челнах отмечают Нардуган. И в других городах тоже. Это такой красивый праздник, традиционный, кряшинский. В общем-то, это очень интересно. Ну, а вы очень интересно, кстати, так занимаетесь нашим тестом. Что Да. у нас получится? Большой круг потом? У нас, да, круг получится. И еще самое интересное, на Нардуган девушки гадают. Гадают? Да. По руке? Нет, не по руке По гадают. катыку? И не по катыку даже. Девушки, вот есть такой обычай. Девушки, значит, собираются вместе и снимают валенок с ног и бросают через забор во двор. В кого попадет, за того замуж и выходит. Нет? Не совсем. Расскажите секрет. Вот, значит, куда будет указывать стрелка от валенок. Ага. А на каждом Вы же валенке знаете, что? у Кряшин есть стрелка. Ага. Так вот туда, вот на ту сторону девушка и пойдет замуж. Интересная традиция, действительно. Но вот неужели до сих пор нынешнее поколение Кряшин их вот эти традиции чтит, гадают, кидают валенки, или сейчас уже эти кидают, наверное, босоножки, туфли? Нет, кидают валенки, все еще верят, все еще соблюдают. А это вот одно как бы гадание. А потом еще перед крещением 19 января, 18-го, девушки идут на родник, вот, набирают воду, ложат туда свои кольца. Вот. Значит, потом вот по этим кольцам гадают. Например, две девочки, они набирают воду, потом только на мизинцах несут ведро с водой На домой. мизинце? И они не должны назад оглядываться. То есть здесь, я так понимаю, вот на каждом мизинце ведро с водой? Нет, две девочки подряд, вот как мы с вами вот так вот берем, Ага. ведро И вместе. полной водой на мизинцах, вот И так пошли. вот несем, вот так. А почему назад оглядываться нельзя? А вот знаете, я не могу сказать, ну примета такая, нельзя назад оглядываться. И иначе у этой волшебство у воды, Волшебство у исчезает. воды пропадет. А потом эту воду пить надо, что ли? Так вот, слушайте дальше. дальше. Потом, значит, они приходят, с девушками, значит, садятся, с подружками. И вот, значит, вот в это ведро с водой все снимают свои кольца и кольца свои бросают. Потом, значит, выбирает одну девушку, которая, значит, должна вытаскивать кольца. Все другие поют песню, обрядовую песню какую-нибудь. Потом, значит, спрашивают, чье кольцо? Ага. Вот, Говорит, «Моё». значит, кому выпала вот эта песня, Ага. вот, значит, вот у той все это сбудется. А остальные Вот кольца такое. отправляются в ломбард. Нет? И на них опять еще 10 дней деревня гуляет. Остальные кольца находят тоже своих хозяев, и каждой девушке посвящается отдельная песня. Данил, И каждый верит. Я заметил, что у вас ни одного колечка. Вы в этом конкурсе, получается, все там и оставили. Как у нас наш пирог? Что мы сейчас делаем? Сейчас мы тесто раскатываем. Ага, раскатываем тесто. Да. Так, сковородка. Так, нам нужна сковородочка. Да, сковородочка. Такая подойдет? Да, подойдет. Отлично. Так, Самый какое? раз. Подсолнечное масло? Да, давайте. Так, житаем? Жиде. Ага. У меня есть вот волшебный канат. Ой, самый настоящий. Ну, Кряшин тоже используется? Это же вот на самом деле у всех, мне кажется, да? Конечно. Издревле. Гель аулща, гель узбеща. Узбеща, улща. Так, все. Так, пополам. Все готово. Спасибо. Я тоже сделаю вид, что я принимаю участие. Вот так вот помогу вам чуть-чуть. Давайте. Азгина. Так, ага. Наш телезритель смотрит, все запоминает.
Да, Ага. все, у нас тесто готово. Сейчас мы с вами примемся за начинку. Итак, Спасибо. тесто у нас готово, уважаемые телезрители. Вот что у нас получилось. Сейчас мы переходим к начинке. Да. Уважаемые телезрители, в эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сейчас мы с Людмилой Даниловной готовим... Что? Катык перемеши. Катык перемеши. Мы подготовили тесто, и сейчас мы переходим к начинке. Да. Что вам требуется? Катык у нас есть уже? Так, мне, пожалуйста, 2 яйца. Ага, так, яйца, прошу вас. Людмила Даниловна, вот все-таки кряшеные, это же определенно вот слойка общая, так скажем, определенные вот традиции у вас есть. Что вы делаете для их сохранения? Ну, традиции, они ведь уходят, если их не передавать подрастающему поколению. Человеческая память, она коротка. Если не работать с детьми, все это уходит, исчезает. Мы работаем с молодежью. У нас есть молодежные есть организации, «Берекет», «Благодать» переводится. И мы форум молодежный проводим. У нас в 2012 году, в этом году будет очередной форум молодежный. То есть молодежный форум среди кряшен, да? Да. Форум кряшенской А где молодежи. он проходит? Проходит здесь в городе Казани. Собираем мы всех, собираем не только из Татарстана, но приглашаем и из Башкортостана, и из Удмуртии, из Челябинской области, где компактно проживают кряшины. Вот компактно проживают кряшены. Где больше всего, кроме Татарстана? Вот какие регионы самые такие популярные, вот, где очень много кряшен живет? Очень много кряшин Нагайбака проживает в Челябинской области. Это Чебаркульский и Нагайбакский районы. И вот мы недавно только ездили к ним на фольклорный фестиваль кряшин, который они провели. Они еще живут в Бакалинском районе в Башкортостане, компактно, и в Гороховском районе Удмуртии. Всем им большой привет передаем. Там тоже смотрят нашу передачу, очень любят. Поэтому тоже можете на камеру помахать им, передать привет всем кряшинам, которые живут далеко-далеко за Татарстаном. Большой привет от нас. А у нас сейчас... Вот мы, значит, добавляем в нашу начинку взбитые яйца. Ага, в катык. Да, в катык добавляем яйца. Мешаем. Интересный процесс такой получается у нас. Да. Так, что мы туда добавляем? Добавляем сахар. Так, сахар, соль сколько? 3 ложки, помогите 3 ложки. мне. Да, 3 ложки сахара. Раз, два, 3. 3. Да. Ага. И еще... 6 ложек соли? Нет? Да, половина ложки. Много чуть-чуть. Много, да? Да. Ага, вот так соли. Угу. Да. Вот. И еще, пожалуйста, чтобы для густоты масса, немножко манки. Манку. У нас же все-таки не сметанник. Угу. Это есть секрет нашего пирога. Это немного манки, да? Да. Сколько Давайте, ложек? 2 ложки. 2 ложки манки. Угу. Так, ну все. Спасибо. То есть больше ингредиентов в нашей начинке нет. Можно, кто-то больше сахара может добавить. Сейчас можно ванилин добавить для вкуса. Вот, а наши вот бабушки готовили так. Катык – простокваша из топленого молока, кисломолочный напиток, распространенный у тюркских народов и в Болгарии. Его история начитывает более 2000 лет. Питательный, полезный. Он сохранял здоровье человека все эти годы. Секреты его изготовления передавались из поколения в поколение. Татык делают из натурального молока путем его сквашивания специальными бактериальными культурами. От всех других видов простокваши катык отличается тем, что готовится из кипяченого молока, поэтому он отличается особо нежным сливочным вкусом. Руслан, мы соду. Так, добавляем еще немного соды. Да, Ага. соду чуть-чуть. Мгм. Спасибо. Так, последний ингредиент – это сода нашей начинки. И начинка у нас практически готова. Да, начинка готова. Наше тесто ее ждет. И мы прям будем заливать сюда, да, ее? Да. Ага. Так, Так, вот он. ответственный момент. Ответственный момент. И мы прям заливаем начинку. Бер-икеш. Медленно, сюда. красиво. Впервые вижу такой пирог, уважаемые друзья.
Очень интересно. Ах. Ну, с виду, действительно, если посмотреть, напоминает стандартный сметанник. Но это секретное блюдо мы сегодня. Да, ну это коток. Это котык. Мы аккуратненько помещаем нашу чудо-печь. На сколько минут? На 30 минут под температурой 200 градусов. 200 градусов. Поехали! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Есть вот какие-то традиции подавать блюда украшенные? Конечно, ничего просто так не подается. По традиции, конечно, всегда все подается с песней, иначе не бывает. Уважаемые телезрители, для вас эксклюзивно государственный фольклорный ансамбль «Крашен Берменчик». Встречаем! Браво! Бикзур Ахмед. Уважаемые телезрители, в этой песне наши милые девушки пели о том, какое вкусное, красивое и диетичное блюдо мы сегодня готовим вместе с Людмилой Даниловной. Котык перемеши. Тесто. Яйцо 2 штуки, молоко 1 стакан, мука 400 грамм, сахар 2 столовые ложки, соль половина чайной ложки, сухие дрожжи 2 чайные ложки. Начинка. Котык 500 грамм, яйцо 2 штуки, сахар 3 столовые ложки, соль четверть чайной ложки, сода половина чайной ложки, манная крупа 2 столовые ложки. Слегка взбить яйца, затем добавить молоко, сахар, соль, сухие дрожжи и хорошо перемешать. Сыпать понемногу муку и замесить не очень крутое тесто. Раскатать из теста круг чуть больше по диаметру, чем форма для выпечки. Уложить тесто на форму, предварительно смазав ее подсолнечным маслом. Смешать ингредиенты для начинки и выложить сверху на тесто. Выпекать наш пирог в течение 30 минут при температуре 190-200 градусов. Уважаемые телезрители, самый вкусный финал нашего кулинарного шоу. Людмила Даниловна, будем доставать наш пирог. Коток перемеши. Коток перемеши. Поехали! Какой аромат! Итак, пулган мı bu? Булган. Так, достаем. Какая красота! Эксклюзивный Да. пирог для всех наших телезрителей. Дорогие телезрители, прямо сейчас мы попробуем наш волшебный Коток перемеши. коток перемечи. Внимание, прошу вас, Людмила Даниловна. Бисмилля рахман рахим. Очень вкусно. Не очень вкусно, Людмила Даниловна. Очень вкусно. Уважаемые, Бик темле. бикнемне Аллаха шүкір. Болдырдык. Ну а прямо сейчас, Людмила Даниловна, я прошу вас поздравить наших уважаемых телезрителей с праздником Светлого Рождества. Барыгызны да изге яңа еллар белән, өйләрегезгә байлык, саулык, гаиләләрегезгә сәламәтлек, безнеңчә керешенчә әйтсәк, барыгыз да талигалы булыгыз. Рахмет Сазия Бикзур. Уважаемые телезрители, еще раз искренне поздравляю вас с этим светлым праздником. Пусть все ваши мечты обязательно исполнятся.
В эфире было кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» и наш уважаемый гость, главный редактор культурно-просветительской газеты «Крашен» Туганайлар Людмила Даниловна. Бигзур Ахмед сізге. Бәйрәмнәр белән, яңа еллар белән. Смотрите в следующей программе «Ленивый бәлеш» от неленивого ведущего. Золотой голос татарстанского телевидения Ильфат Абдрахманов готовит свое фирменное блюдо «Ленивый бәлеш». Программа «Секреты татарской кухни» готовит на кухне Мария. Мария, когда кухня в радость. Татар ханы башлары бик тәмле һәм файда.